День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и, конечно, за ее пределами. И сегодня, подводя итоги уходящей недели, мы расскажем вам о самых интересных событиях. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы расскажем в ближайший час. Поручения, в основе которых лежит улучшение качества жизни всех якутян. Глава республики Айсен Николаев выступил с традиционным посланием к Государственному собранию и объявил 2022 годом матери. Безусловно, это очень хорошая поддержка от нашего главы республики. Каждая мама будет рада, и каждая семья нуждается всегда в поддержке. Уникальный и самый крупный тепличный комплекс на вечной мерзлоте Саюри достроен. Он обеспечивает до 30% рынка Якутска собственными овощами, но есть планы и по дальнейшему расширению. Мы, каждый овощевод, вкладываем туда-сюда нашу работу, всю душу и всю любовь. В подвешенном состоянии оказались жители многоквартирного общежития. Дом разрушается прямо на глазах, но вынужденные выживать жители пока не могут решить свою проблему. Стенки очень тонкие, у нас здесь грибок, постоянно течет крыша, полы гнилые, полная вообще антисанитария. Зимой очень холодно, бывает такое, что даже вещи примерзают к полу. Бивни, мамонты и другие находки доисторических животных все еще вывозятся нелегальным путем как за пределы Якутии, так и за пределы страны. Как сделать этот бизнес все-таки легальным? Парламентарии предлагают внести изменения в федеральный закон о недрах, чтобы места добычи мамонтовой кости, а именно под землей, были отнесены к недрам местного значения, чтобы лицензировать и наладить в правовом русле этот процесс. По данным ЮНЕСКО, каждый второй язык в мире находится на грани исчезновения. Об эффективных инструментах языковой политики в России, об опыте Якутии говорили на форуме в Москве. Мы стараемся делать Саха-Википедию полезной для якутян прежде всего. Молодежь в первую очередь там находила какую-то информацию на родном языке. Годом матери в республике назван 2022 год. Об этом в своем послании заявил глава Якутии Айсен Николаев. Руководитель региона выступил перед Государственным собранием и дал поручения, в основе которых лежит улучшение качества жизни всех якутян. Мадина Халикова расскажет подробнее. У народов Якутии в суровом климате женщина-мать всегда была источником тепла и душевного спокойствия. Была центром семьи, оберегая ее, наделяя любовью и созидательной энергией. В счастье всех матерей Якутии заключается счастье всего общества. Это наша важнейшая ценность и нравственная опора для успешного развития в настоящем и будущем. Утверждая это, я объявляю юбилейный 2022 год годом матери в республике Саха-Якутия. Эту новость от главы Якутии Айсена Николаева весь зал встречает аплодисментами. 2022 для республики год юбилейный. Регион отпразднует столетие ЯСР. И женщина-мать будет в центре внимания, независимо от возраста, места жительства и социального статуса. В рамках программы «Дети столетия» на каждого родившегося в 2022 году ребенка выплатят по 100 тысяч рублей. Семьи, где воспитывают 5 и более детей, освободят от налога на имущество. Таково поручение главы. Очень волнительно, очень рада, что такое внимание именно материнству, женщине и именно статусу матери, вот именно такое вот от Ильдархана Айсена Сергеевича такое внимание. Очень, очень рада. И в юбилейный год внимание уделят всем аспектам становления человека как главной ценности – от рождения до глубокой старости. Сначала финансовая помощь, затем обеспечение качественной инфраструктурой. Это и строительство, и капитальный ремонт дошкольных учреждений, создание культурно-спортивных центров, где дети с раннего возраста смогут развиваться и познавать новое. На сегодняшний день наши семьи ощущают хорошую государственную поддержку, и в 2022 году будет
еще более мощная поддержка. И это действительно так, ведь при принятом во втором чтении рекордном бюджете республики порядка половины расходов направят на социальную сферу. Якутия продолжит активное участие в нацпроектах, в том числе демография, по которым возводят современные детсады и школы не только в крупных городах, но и отдаленных районах и селах большого субъекта. А такие объекты позволят получать образование на качественном уровне, предусматривая все новые веяния времени. По всему посланию очень большое внимание он обратил на человеческий капитал, на жителя Якутии, на якутянина, который живет в очень сложных условиях. И женщина, мать, вот неспроста этот год назван Годом Матери, все-таки является хранителем очага. От нее зависит счастье народа, счастье вообще всей нашей республики. Я думаю, что предстоит очень серьезная, большая работа совместная. В создании комфортной среды и новых рабочих мест в этом республика тоже на передовых позициях. В 2022 году планируют завершить реализацию квартала труда, куда смогут пойти работать более 1200 молодых перспективных людей. Кроме того, республиканские промышленные компании тоже принимают и обучают молодых специалистов. Недры, которые дает мать-земля, должны служить на благо народа Якутии. Тем более 2021 год стал рекордным по добыче угля и золота и других природных богатств. Мы увидели, с какими экономическими и промышленными, производственными показателями приходит республика к столетию. И, конечно же, мы должны... Наш глава поставил задачу, чтобы мы могли уже ответить на все вызовы, которые в новом современном глобальном мире идут вызовы, и наша республика, наше население должно на это ответить. Кроме того, занятость якутян в сфере малого и среднего предпринимательства очень высока. Более 110 тысяч жителей ведут здесь свой бизнес. Помимо этого, сфера IT-технологий в республике одна из ведущих. Якутия – лидер по экспорту IT-услуг на Дальнем Востоке. Каждый может реализоваться в совершенно разных направлениях, а власти только поддержат во всех начинаниях. Инновационная среда и инновации в целом – это вещь, которая не существует без экосистемы. Она на пустом месте не существует. И на самом деле ясно, что есть почва для того, чтобы это все возникало. Откуда она взялась? На мой взгляд, это результат целенаправленных усилий руководства республики. И, конечно, вот это удобрение почвы для развития инноваций и IT, оно очень важно, оно должно продолжаться. В республике есть сейчас уже полный комплект, полный набор инструментов и институтов инновационной экосистемы. Помимо инноваций, конечно же, в послании Айсен Николаев обратил внимание на развитие здравоохранения, защиту лесов, сельское хозяйство и преображение столицы региона. 2021 стал годом испытаний, с которыми, благодаря совместным усилиям, Якутия достойно справилась. Пандемия, засушливое лето и небывалые лесные пожары – все это только закалило якутян. И сегодня можно с уверенностью сказать, что через трудности республика переходит в год развития, где основой будет служить человеческий капитал – главная ценность республики. Мадина Халикова, Григорий Охлопков, Якутск, день за днем. Но если говорить об инновациях, то технопарк Якутия стал лучшей идеей по созданию новых рабочих мест, инновационных проектов и продвижению имиджа региона. Об этом, подводя итоги первого десятилетия работы технопарка, сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Благодаря этому проекту креативная молодежь, да и в том числе и бизнес-сообщество, получили новые возможности развития. Сегодня Якутия по праву считается IT-центром на всем Дальнем Востоке. Проекты якутских стартаперов сегодня уже вышли на российский рынок. Они каждый год расширяют свои границы, и теперь настало время заявить о себе уже и за пределами страны. Накануне прошел форум под названием «Региональная инновационная экосистема «Эволюция», где участники обсуждали на разных площадках возможности продолжения развития IT-сферы в регионе и за его пределами. По итогам форума руководство технопарка определит траекторию развития этого сектора современной экономики Якутии. Мы должны нести ответственность за свою землю, за экологию этой земли, за ее развитие. И, безусловно, вот до сего момента, конечно же, Якутия в первую очередь ассоциируется с алмазом, золотом, с углем. Мы совсем недавно еще гордо говорили, что вот Якутия – это кладезь природных богатств, это вся таблица Менделеева. Вы знаете, лет через 50, может, это вообще даже не надо будет делать. И тогда на первую сцену, на авансцену выйдет то, насколько эта территория способна генерить продукты, созданные человеческими талантами, человеческим умом. И вот то, что у нас в Якутии инновационная система
экосистема начала появляться, это наше огромное достижение. Наверное, это одно из главных наших достижений, наряду с тем, что у нас на территории находится Северо-Восточный федеральный университет. Вот если так по-серьезному. Еще одно важное событие недели. Вынос и переустройство сетей идет на площадке строительства Ленского моста в районе села Табага. В следующем году в планах начать основной этап реализации масштабного проекта. Тем более, что в своем послании Айсен Николаев напомнил о поручении президента обеспечить бесперебойное транспортное сообщение по федеральным дорогам Лена, Колыма и Вилюй. Так, до конца года планируется полностью завершить Майя Табага из 5 опор 3 опоры. Установить вертикальное положение, 2 опоры у нас останутся собраны до момента переключения. И также 2 опоры будут собраны по линии Л-113. Работы в графике и начальный этап строительства Ленского моста идет планомерно. Для реализации такого масштабного проекта необходимо полностью перестроить технологические площадки. На сегодня эти работы выполнены. Полным ходом идет перенос сетей электроснабжения. На площадке установили 40-метровую опору номер 2 линии Майя Табага. И, к слову, все работы прошли без неудобств для населения. Трудятся на площадке сейчас 56 человек. Все они представители местных и республиканских компаний. Произведен вынос сетей электроснабжения в габаритах ВЛ 10 киловольт и уже переключены. Также демонтированы участки старой ВЛ 10 киловольт линии Северная Мозаика, Табага-1 и Табага-2. На сегодняшний момент осуществляется подъем опоры в габаритах 220 киловольт. В этом году планируем установку еще дополнительно одной опоры анкерного исполнения. Кроме того, в рамках первого этапа подрядчики уже завершили рекультивацию территории. Провели и инженерно-геологические работы на 2 берегах реки Лены, пробурили без малого 800 скважин. Весь проект предполагает не только строительство самого мостового перехода, но и серьезное обновление инфраструктуры, создание подъездных дорог, в которые попадают участки региональной трассы УМНАС. Так, вся транспортная магистраль растянется на более 14,5 километров. Сегодня все 3 участка имеют проектно-сметную документацию, положительное заключение госэкспертизы, и по региональной дороге 2 участка у нас уже залимитированы, средства предусмотрены в рамках Дорожного фонда республики, и со следующего года мы ожидаем заключения контрактов на выполнение работ поэтапно. И первый этап у нас 8 километров будет начат в следующем году с поста ГАИ до села Владимировка. Дорога до моста будет 4-полосной 2-й категории с безопасными поворотами. Сроки синхронизированы со строительством мостового перехода. Вдоль магистрали выделят участки для придорожного сервиса. Объект поистине стратегический. Ленский мост обеспечит транспортную связь между регионами Восточной Сибири и Дальнего Востока. Сегодня проверил, как идут работы на площадках, первый зампред правительства Якутии Дмитрий Бердников. Здесь ведутся работы, начиная с мая месяца. Когда было получено подрядчиком разрешение строительства, ведутся работы подготовительного этапа. Работы связаны с выносом сетей электроснабжения, сетей связи, сетей газоснабжения. Проведена рекультивация участка основного хода. То есть работы идут полным ходом здесь по левому берегу. Мы переместимся на правый берег, там будет подготовка просеки под основной также ход и подготовка к выносу опор по правому берегу. Напомню, что это еще 10 опор линии 110 киловольт. По поручению президента до 2030 года по 3 федеральным трассам Колыма, Вилюй и Лена, проходящим на территории Якутии, должны обеспечить круглогодичное бесперебойное движение. И здесь флагманом будет строительство Ленского моста, главной связующей артерии всего востока России. Мадина Халикова, Григорий Охлопков, Якутск. Мы продолжим подводить итоги недели сразу после небольшой рекламы. Не переключайтесь. Продолжаем программу. Настоящий подарок. Ключи от долгожданных квартир получили в канун Нового года обманутые дольщики дома по улице Каландарашвили, 38 в Якутске. Сегодня в торжественной обстановке ключи вручил первый заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков. Этого события собственники жилья ждали более 7 лет. И только после того, как в ситуацию вмешался созданный в 2019 году региональный фонд обманутых дольщиков, проблему наконец-то удалось решить. Все подробности в материале Ульяны Шагиной.
Владимир Кривошапкин – врач-терапевт в селе Крест-Хальджай Тампонского района. Еще в далеком 2013 году он вступил в долевое строительство дома, не подозревая о том, сколько сил и средств он впоследствии потратит, ожидая долгожданного вручения ключей от собственной квартиры. Волнения, конечно, были. Даже были так, что хотел в денежном варианте взять. А потом думаю, с квартирой-то лучше будет. Дождусь. Вот, наконец-то дождался. И все это время вы ипотеку оплачивали, да? Ну, ипотеку и до сих пор. В этом году заканчивается ипотека. В сентябре 2022 года заканчивается ипотека. Строительство второй очереди 179-квартирного жилого дома было приостановлено в 2015 году. Компанией-застройщиком тогда являлась обанкротившаяся чуть позже Северная строительная компания во главе с директором Михаилом Мярикяновым. Фонд обманутых дольщиков включил тогда объект в свой реестр, и только после смены застройщика удалось достроить дом практически с нуля. Вы все видели, какого качества внизу подъезд с консьержем, с видеонаблюдением, энергоэффективный, с датчиками движения и экономии электричества. Конечно, это дом, который построен по всем нашим самым взыскательным современным требованиям. Ну и самое главное, взят и завершен был компанией. Поэтому я очень благодарен застройщику и, конечно, от души поздравляем жителей. На сегодняшний день в Якутии проблемными остаются еще 7 объектов, возводимых 4 застройщиками. В их числе и нашумевший долгострой по улице Кальвица, 18 в Якутске. Сейчас по этому дому ожидают решения наблюдательного совета о способе восстановления прав дольщиков. По 4 объектам уже реализуется на сегодняшний день механизм публично-правовой кампании. Застройщиком является Республиканский фонд. Права застройщика переданы ему, и на сегодня мы находимся на стадии подготовки проектно-сметной документации. 2 объекта нежилого назначения, это 1000 мелочей, рядом с автовокзалом, уже находятся на завершающей стадии. Административное здание по улице Петра Алексеева, застройщик Чарон, будет завершен строительством в следующем году. В целом задача региона до 2024 года полностью закрыть вопрос со всеми обманутыми дольщиками. Ульяна Шагина, Григорий Николаев. День за днем. Между тем и в Ленске продолжается вручение ключей. На этот раз участникам программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Введен еще один дом по улице Якутская в новом жилом квартале Рабочий. Ленчане с удовольствием осматривают свои квартиры и даже несмотря на морозы, которые установились в Ленске, упаковывают чемоданы и занимаются переездом, чтобы Новый год встретить в новом доме. Анна Кожевникова побывала в гостях у новоселов. Ленск – лидер программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Мы опережаем этапы этого федерального проекта и занимаем первое место среди других районов республики. А параллельно этому нефтегазодобывающая столица Якутии преображается и обретает облик современного города. Из покосившихся стареньких двухэтажек, построенных в середине прошлого столетия, ленчане сегодня переезжают в новые уютные квартиры, расположенные в современном жилом комплексе «Рабочий». Эстафету по переселению в рамках реализации федеральной программы приняли на этот раз жители улицы Чапаева. Это часть города, старой деревянной застройки, не раз страдавшая от разрушительных наводнений. Жили мы по Чапаева 20 лет. После наводнения получили. Все удобства на улице в том доме были. Сделали, конечно, канализацию сами. Поставили мы двери железные, и когда по ним можно было температуру на улице определять. Если промерзла до ручки, значит уже за 40. В новом же доме у Галины Лучиной квартира на 9-м этаже. О замерзших дверях и речи быть не может. Тепло во всех комнатах, причем температуру на батареях можно регулировать. Сегодня хозяйка новенькой трешки планирует, как распределить комнаты, где будет кабинет, а где спальня, как создать теплую атмосферу в зале и куда поставить 2-метровый холодильник. Неожиданно к Новому году думали, что летом на будущий год. Но, конечно, Новый год в новом жилье – это очень-очень замечательно. Спасибо всем, кто имел в программе переселения из ветхого жилья. Все благодарю. По квадратам новая квартира у Галины больше предыдущая. Как дополнительный подарок от застройщика 2 балкона в кухне и в зале на разные стороны дома, с которых открывается шикарный вид на город. В новом жилом квартале развитая инфраструктура. Дома в рамках программы переселения строятся по этому принципу. В
в центре города. Благоустройство у нас на сегодня возможно для многоэтажных домов только в центре города, поскольку есть центральная котельная, она обеспечивает круглогодичное снабжение холодной и горячей водой, централизованное водоотведение. Основные застройщики – строительная компания «Три семерки» и Республиканское ипотечное агентство. На следующий год по этапу 2021 года будет расселено 539 квартир. Из них свыше 300 решили получить новое жилье. Для них сегодня возводят дома возле центральной районной больницы и по улице Рабочей. Самый большой объем придется на 2023-2024 годы. Это 1/3 часть аварийных квадратных метров. 48 тысяч мы должны будем расселить за 2 года. Поэтому это очень большой объем. И сегодня есть понимание того, что нам сегодня необходимо усилить свою работу вот именно по этапу 2023 года, для того, чтобы уже, скажем, в 2022 году начать строительство домов по этапу 2023 года. Многие жители города Ленска получили уведомление по поводу определения способа реализации своего права по программе переселения. Это возмещение, получение возмещения, либо получение нового жилья. Это необходимо для того, чтобы определиться, сколько квадратных метров надо будет построить. На этот же год было запланировано расселить 306 собственников аварийного жилья. 194 из них изъявили желание получить новые квартиры. И сегодня практически все уже распаковывают вещи и готовятся отпраздновать новоселье в канун нового 2022 года. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Безусловно, в республике очень много строят. Многие жители ветхого и аварийного жилья переезжают в новенькие квартиры. Не с последних примеров. В городе Вилюйске 45 семей получили ключи от новых квартир. А в столице региона, в микрорайоне Птицефабрика, 70 семей переселенцев встретят Новый год в уюте и комфорте. И на этом фоне с точностью да наоборот выглядит следующая ситуация. В Мегино-Кангаласском районе, в поселке Нижний Бестях, жильцы многоквартирного общежития уже много лет ждут переселения, из года в год обивая пороги различных инстанций. Но решения до сих пор нет. А тем временем здание, которому уже 50 лет, буквально разваливается на глазах. Как быть? Об этом материал далее. Вот-вот упадет все. Ходить невозможно, страшно. Покошенный пол, тонкие стены, холодные комнаты. В таких условиях жильцы общежития живут с 2009 года. Администрация поселка предоставила общежитие как временное жилье, но переселять жителей никто не собирается, так как дом не признан аварийным. Всего в доме 23 комнаты, где живут многодетные семьи, инвалиды. Переживают больше всего даже не за себя, а в первую очередь за детей, говорят жильцы. Ну, что сказать, стенки очень тонкие. У нас здесь грибок, постоянно течет крыша, полы гнилые, полная вообще антисанитария. Зимой очень холодно, бывает такое, что даже вещи примерзают к полу. Мы уже куда ни подавали, и в Роспотребнадзор, в город обращались, на нас никак не хотят реагировать. Вы потерпите, все. А как мы можем терпеть? Уже 3 детей, которые точно заболели астмой, которые заработали, проживая в плесени, в сырости. Это моя комната, которую мне дала администрация наша, когда я проживала с одной дочерью. Так как у меня было ветхое жилье, у меня был грибок. В бараке я жила вместе с родителями и старшим братом. У меня родился еще один ребенок, 5 лет. У ребенка уже как 4 года обнаружили бронхиальную астму. Сергеев Алексей в этом доме в комнате площадью 8 квадратных метров проживает с 2013 года. Я бывший воспитанник детского дома, но администрация мне вот такую комнату дала. Но это временно, я не знаю, но я их прошу, чтобы переселили, но они все никак не переселяют. Сколько раз просил и хожу, и в очереди стою, и бесполезно. Весной, летом тазики и ведра становятся частью интерьера в доме. Из крыши в дождь и снег вся вода течет в помещение. Постоянные потопы, говорят жильцы. С наступлением холодов заселяются люди без определенного места жительства в поисках тепла и спят прямо в коридорах. Тоже пришлось закрыть из-за того, что постоянно сборище печей у нас находится. В таком состоянии душ у нас, все течет, все сломано. Жильцы каждый год ходят по всем инстанциям, собирают кипу бумаг. И все ради заслуженного статуса жилья. С нами не хотят ни встречаться, ни общаться. Единственное общежитие в поселке, которое осталось в таком плачевном состоянии, никому не нужное, не вошедшее ни в одну программу. Ни ветхого жилья, ни аварийного жилья. Так кто же мы тогда? Бомжи?
Или мертвые души. Или мертвые души. Вот как нам пояснил глава поселка Нижний Бестях Юрий Колмаков. Ну, вопрос они ставят по переселению, но мы ищем пути, пока я точку сказать ничего пока не могу. Но дом мы смотрим. Ну, уже сам придется ждать. Что делать-то? Придется ждать, потому что своим бюджетом администрация не может построить там 21 квартирный дом. Не можем мы сами построить, у нас бюджет не позволит этого. Это единственное жилье, где люди вынуждены жить с верой на то, что все-таки они будут переселены в комфортные условия для проживания. Гульнара Амосова, Мегина, Кангаласский район. Мы обязательно продолжим следить за развитием этой ситуации. Очень хочется верить, что она все-таки разрешится благополучно. Но сейчас мы снова ненадолго прервемся. Оставайтесь на нашем канале. Продолжаем программу. В Якутске завершилось строительство круглогодичного тепличного комплекса «Саюри». Проект стартовал в 2016 году с небольшой экспериментальной теплицы площадью 0,1 гектара. О том, как налажено производство уникального и самого крупного тепличного комплекса «Саюри», расскажет Саргалана Неустроева. Всего 5 лет назад агропромышленный комплекс «Саюри» представлял из себя всего одну небольшую круглогодичную теплицу. Тогда ее строительство на территории вечной мерзлоты назвали технологическим прорывом. Мало кто верил в успех этой компании, но уже сегодня «Саюри» – это 15 тепличных блоков и более 3 гектаров выращиваемых овощей. Последние 6 блоков открыли совсем недавно. И хоть технология остается прежней, «Саюри» продолжает совершенствоваться. У нас есть небольшое нововведение, так скажем. Если раньше у нас теплицы состояли практически полностью из пленки эвклин, то сейчас было принято решение сделать стены из сэндвич-панелей. Что касаемо кровли, крыши, то мы приняли решение все-таки оставить пленку эвклин, так как у нее очень хорошая светопропускаемость. Соответственно, солнечные лучи мы получаем в нужном количестве. Ежегодно «Саюри» производит порядка 1500 тонн овощей. С вводом новых теплиц производство увеличится до 2500. Как признается глава республики Айсен Николаев, еще недавно подобный проект был только мечтой, и о его эффективности велись долгие споры. Последние 5 лет показали, что как раз упорство наших якутских овощеводов, помноженное на талант японских уже технологий, при поддержке российских институтов развития финансовых привело к такому замечательному результату. Я очень благодарен всем тем, кто начинал этот проект. Сегодня уже есть предложение по наращиванию производства. Но, как говорится, здесь уже будем смотреть. Всего теплица «Саюри» производит 15 наименований продукции. Более того, возможно, уже совсем скоро якутские прилавки пополнятся и местными клубникой, баклажаном и перцем. В данный момент у нас выращиваются основные – это огурец, томат и салат с зеленью. Но также для себя, для сорта испытаний мы пробуем вырастить баклажаны, перцы, клубнику. А сейчас идет апробация технологии, и если все будет хорошо, то в следующем году уже будет все в больших объемах. В качестве выращиваемых овощей можно не сомневаться. В производстве совсем не используется чернозем, который рискует заразить растения паразитами и болезнями. Вместо него агрономы применяют кокосовый торф, а по трубкам к овощам регулярно поступают удобрения. Мало кто знает, но на производстве «Саюри» трудятся и совсем уж маленькие работники. Шмели в теплицах комплекса также способствуют росту овощей. Они опыляют растения и придают плодам тот самый сочный вкус. Разумеется, немалую роль на производстве играет не только профессионализм сотрудников, но и их искренняя увлеченность делом. Тебе дают теплицу, вот целая теплица, как бы это уже моя теплица, да. К каждому помидору надо относиться как-то с любовью. Не надо же там все ходить, ломать. Это, конечно же, надо как-то к ним бережно относиться. Каждый овощевод
вкладываем туда-сюда нашу работу, всю душу и всю любовь. Сегодня Саюри – это лидер овощного производства в республике, который не имеет конкурентов на рынке. Продукция комплекса всегда раскупается за считанные минуты, а это значит, что Саюри все еще есть куда расти. Саргалана Неустроева, Григорий Охлопков, Якутск. В последнее время все чаще поднимаются вопросы вокруг добычи мамонтовой фауны. Вопросов много, и часть из них, несмотря на действующие механизмы легализации, остаются нерешенными. Бивни мамонта и другие находки доисторических животных все еще вывозятся нелегальным путем как за пределы Якутии, так и за пределы страны. В конце прошлого месяца парламентарии Якутии вновь подняли этот вопрос. Основной темой обсуждения стали проблемы, связанные с выведением из теневого оборота ископаемых костей мамонта. Более подробно, какие вопросы сегодня нужно решить и чего не хватает в действующих механизмах добычи мамонтовой фауны, в материале нашего корреспондента Дмитрия Тымырова. Только за последние 4 года на территории арктической Якутии было добыто более 122 тонн останков мамонтовой фауны. Из них более 96% приходится на бивни мамонта. Природоохранная прокуратура Якутии отмечает, что лицензионные недропользователи, которые занимаются именно добычей костей мамонта, не только вовремя не сдают свои отчеты, но и нарушают порядок требований лицензий. Природоохранной прокуратурой пресечены случаи несдачи недропользователями информационной отчетности по сбору ископаемой мамонтовой фауны. Это наиболее распространенное правонарушение, выявляемое прокуратурой. По указанным фактам чаще всего применяются такие меры, как возбуждение административного судопроизводства, внесение представлений и так далее, по результатам которых данные правонарушения устраняются и налагаются соответствующие штрафы. Отметим, что многие работают по лицензии, но есть и так называемые дикари, которые занимаются добычей нелегально. С лицензией намного проще, потому что можно загрузить бивни на самолет и вывезти, так как имеется разрешение от Роспотребнадзора. Нелегалы же за определенную плату перевозят через лицензиатов, поэтому урегулировать эту деятельность необходимо. Понимаем, что это очень важно, это поручение главы республики Сергеевича Николаева, плюс правительство республики также имеет планы по теме, и думаю, что этот вопрос надо решать быстро. Действительно, вопросы ужесточения и контроля добычи мамонтовой фауны ставил глава Якутии Айсей Николаев в начале этого года. Вопрос даже был рассмотрен в Совете Федерации. Что касается мамонтовой фауны, то я считаю, что здесь федеральный закон нужен, потому что сегодня рынок мамонтовой кости, он, к сожалению, находится вне всякого правового регулирования. И я поддерживаю те новации, те подходы, которые сегодня, вот, насколько я знаю, законопроект такой рядом депутатов Государственной Думы разработан. Проект, который он, с одной стороны, вроде бы упрощает, но с другой стороны, он на самом деле делает этот рынок уже абсолютно таким понятным и прозрачным. Отметим, в России более 70% запасов мамонтовой фауны находится на территории именно нашей республики. Эксперты считают, что на сегодняшний день под видом сбора ископаемой мамонтовой кости, как и палеонтологического коллекционного материала, ведется промышленная добыча сырья. И поэтому действующее законодательство надо менять. Здесь необходимо сказать, что законодательная часть по отношению регулирования оборота мамонтовых бивней совершенно недостаточно. Вот мы имеем двойственные отношения к мамонтовой фауне. Они у нас идут одновременно как полезные ископаемые, одновременно идут как культурные ценности, что одно другому по большому счету противоречит. Именно с этим вопросом у нас очень многие легальные экспортеры, они столкнулись. Сегодня добыча бивней мамонта производится путем вспашки земли, то есть путем разрушения слоя почвы, так как они находятся в недрах земли, что в свою очередь не является законным способом. По словам народных депутатов, инициаторов проекта закона, мамонтовую фауну надо отнести к полезным ископаемым, чтобы их добычу путем вспашки земли разрешить, так далее подземную добычу. Это даст возможность защитить экологию и в случае чего регулировать спорные вопросы. В связи с чем парламентарии предлагают внести изменения в федеральный закон о недрах,
чтобы места добычи мамонтовой кости, а именно под землей, были отнесены к недрам местного значения, чтобы лицензировать и наладить в правовом русле этот процесс. Данный вопрос сегодня также поднимается на уровне Совета Федерации и Госдумы. В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы находится проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о недрах. И в случае принятия законопроекта будет сделан серьезный шаг к легализации сбора палеонтологических и минералогических останков. Это положительно отразится на населении Арктики, занятом сбором мамонтовой кости. Также выведет из теневого оборота значительные объемы ископаемой мамонтовой фауны и обеспечит реализацию бивней мамонта на организованных торгах. Дмитрий Тымыров, Джулустан Иннокентьев, Григорий Охлопков, Якутск. И к другим темам. Авиакомпании «Якутия» и полярные авиалинии начали совместную эксплуатацию воздушного судна «Бомбардье Ку-300». 2 самолета данного типа в этом году приобрела компания «Полярные авиалинии». Между тем, до весны эксплуатировать их, делиться опытом и обучать коллег будет авиакомпания «Якутия». Для Якутии эти самолеты уже не в новинку и уже давно показали хорошую работоспособность в условиях Крайнего Севера. С этого года авиакомпании «Полярные авиалинии» и «Якутия» начали совместную эксплуатацию самолета «Бомбардьер Dash Q300». Сейчас идет предполетная подготовка самолета. За 3 часа до вылета авиатехники и работники аэропорта начинают подготавливать самолет непосредственно к вылету. И уже совсем скоро этот самолет «Бомбардье» полетит в Тиксе. Температура наружного воздуха за бортом почти -40 по Цельсию. В такие холода авиатехникам приходится быть на взлетной полосе за 3 часа до вылета и тщательно подготовить самолет. Мы встречаем самолеты, мы провожаем самолеты на вылеты, получается, заправляем его, обеспечиваем, получается, его заглушки, чтобы ничего не попало в самолет, снимаем аккумуляторы, заправляем, качаем колеса, качаем разные механизмы, например, стик-пушер для пилотов. За 3 часа подогреваем уже самолет до вылета. Ставим аккумуляторы, которые мы сдаем в аккумуляторную, потому что им холодно, их надо сдавать. В будущем «Бомбардье Q300» должны полностью заменить старые самолеты Ан-24 и Ан-26. Эксплуатируются они в Якутии с 2014 года и уже, как говорят сами работники, показали себя прекрасно в условиях Крайнего Севера. Это уже абсолютно другая техника, современная. Она предоставляет комфорт как пассажирам, так и экипажу воздушного судна. Она оборудована современными устройствами навигации. В основном комфорт для пассажиров. Это очень тихий самолет. Оборудован ВСУ, то есть в условиях Крайнего Севера. В салоне по сравнению со старыми Ан намного просторнее, признается бортпроводник Анна. Для работников, которым часто приходится перемещаться внутри самолета, это приятный бонус. Тем более Анне есть чем сравнить. Она много лет пролетала на Ан-24. Людям, конечно же, нравится комфорт. Люди очень хвалят данный тип воздушного судна тем, что на дальних перелетах у нас предоставляется питание. И, конечно же, неудобно кушать на коленках. И им предоставлены столики, где они могут разложить все питание и свободно себя чувствовать. Авиакомпания «Якутия», которая имеет 7-летний опыт эксплуатации «Бомбардье», будет работать на нем в ближайший год. Главная их задача – обучить и поделиться практическими знаниями работы на судах этого типа со своими коллегами из полярных авиалиний, которые в будущем полностью возьмут на себя внутрирегиональные авиаперевозки, когда как более крупная «Якутия» будет летать только за пределы региона. Ульяна Шагина, Джулус Иннокентьев, Якутск. Мы продолжим после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу. Родной язык является основой культуры любого народа. Русский, якутский, венкийский. Языковая палитра России многогранна. Всего же в нашей стране насчитывается около 160 языков. При этом, согласно данным ЮНЕСКО, каждый второй язык в мире находится на грани исчезновения. Об эффективных инструментах языковой политики в России, об опыте Якутии говорили на форуме в Москве. На что регионам стоит делать упор, знает Айсена Бурнашова.
На форуме проходит и пленарное заседание, и сразу 3 тематические секции. Разные регионы, разные подходы в сохранении и изучении языков. Но участники форума сошлись в одном – сохранить и защитить языковое многообразие России сможет его цифровизация, когда даже обычный смартфон может стать проводником в мир родного языка. Онлайн-переводчики, языковые порталы, приложения – все в сети для удобства пользователя. Якутия, как мастодонт в IT, еще в 2008-м запустила Саха-Википедию. Виртуальная энциклопедия около 14 тысяч статей. От исторических фактов до биографий. Все на якутском. На подходе вики-календарь и вики-цитатник. Мы стараемся делать Саха-Википедию полезной для якутян прежде всего. Молодежь в первую очередь там находила какую-то информацию на родном языке. Читать, писать, говорить на родном языке стало еще доступней. С прошлого года учить якутский язык можно и через Яндекс.Переводчик. С 98 языков мира веб-служба переведет нужное вам слово на якутский и обратно. Вклад в сохранение родного языка оценили и гиганты языковой политики. Безусловно, опыт очень хороший, и якутский язык в этом смысле находится еще не в самом тяжелом положении по сравнению со многими другими языками. Онлайн-переводчики, приложения, мультфильмы, контент различный, электронный, который будет интересен и привлекателен для носителей языков. Вот все эти вещи принципиально важны. Якутия, как флагманский регион, уже в следующем году запустит на базе Национальной библиотеки республики виртуальный центр языкового и культурного наследия. Книги, сказания, фольклор народов Якутии, фундаментальные знания – все будет собрано на одной платформе. Этот проект у нас действительно он очень передовой, он очень масштабный и включает в себя 2 направления. Это оцифровка культурного наследия народов Якутии. Создание условий для развития якутского языка будет достигнуто у нас путем использования сервисов машинного перевода в электронной библиотеке Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Интерес к сохранению языкового многообразия в стране возрос. Об этом говорят и заявки на конкурс «Ключевое слово». Целых 340 работ – это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Работа якутян, памятники этнической культуры коренных малочисленных народов Севера, стала лучшей. В серии представлены результаты научных изысканий по языкам, фольклору и традиционной культуры малочисленных народов. Изданы 43 тома. Огромная работа. Поздравляем, коллеги. Мы рассчитывали, что такого масштаба проект, конечно, пройдет и получит хорошую оценку, но получить 1 место – это, да, конечно, очень рады. Язык – достояние народа, его богатство. Сегодня в школах изучают 76 языков народов России. В этом году разработано сразу 19 учебников по 8 малочисленным языкам. В стране уже началась подготовка к проведению Международного десятилетия языков коренных народов, которое стартует в 2022 году. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Тем временем в селе Иенгра Нерюнгринского района состоялась презентация книги победителя международного конкурса кулинарных книг «Гурман-2020» в номинации «Арктика», посвященная 95-летию со дня основания Ивенкийского села. Все подробности в нашем следующем сюжете. Кухня народов Севера является частью материальной культуры. Она представляет не только исторический, этнографический интерес, но и имеет практическое значение. Зимой эвенки Южной Якутии издревле питались мясом северного оленя и рыбой, летом оленьим молоком, дикорастущими ягодами и грибами. Способ приготовления блюд не отличается сложностью. Например, мясо употребляют в отварном виде и обжаривают без соли на рожне. Варят недолго, чтобы мясо сохраняло сок и аромат. Обжаривают мелкие кусочки также не до конца. При этом, в зависимости от сорта мяса, рожны ставят на разном расстоянии от огня. Лакомыми частями мяса считаются головной мозг, мясо из-под спинных сухожилий или с задних частей, язык и почки. К сожалению, с каждым годом эта часть традиций национальной кухни утрачивается. Непростую задачу собрать и обобщить рецепты эвенкийской национальной кухни, обосновать необходимость употребления тех или иных продуктов взяла на себя уникальная женщина Надежда Герасимова. Ну и, конечно, вдохновило то, что у меня вот
дочь Алена стала подталкивать: мама, если не ты не расскажешь, то кто нам это все расскажет? Вот вы уйдете, это же такое, мы откуда должны это все находить, с каких источников? Это же вы должны для нас это все сделать. Книга выпущена на эвенкийском, русском и английском языках, благодаря чему ее презентация прошла не только в городах и поселениях республики, но и в Благовещенске, Швеции и Норвегии. В 2020 году на международном конкурсе кулинарных книг «Гурман» книга Надежды Герасимовой «Традиционная кухня эвенков Южной Якутии» стала победителем в номинации «Арктика». Ее ценность отметили делегаты из 29 стран Арктики, а также основатель премии «Гурман» Эдуард Куантро. В этой книге изложены не только уникальные блюда эвенков этого народа, но и культура народа, его традиции. Но это тоже изложено не настолько, не как, допустим, просто в простых научно-популярных изданиях. В каждой строке чувствуется душа автора, потому что она излагала этот материал, рассказывая о своей семье, рассказывая о своих друзьях, о тех традициях, которые для них характерны. Надежда Герасимова начала писать книгу в 2004 году. В течение последующих 13 лет она общалась со своими земляками, бережно собирала рецепты национальных эвенкийских блюд, консультировалась со специалистами, искала людей, которые помогли в издании. Я бесконечно буду благодарна своему народу, своим землякам, эвенкам, енгры, потому что эта победа не моя, не одной меня, да? Это Юрий Коковин, это мы 100%, это мы соавторы. Юрий Коковин, моя дочь Алена, корректор Валентина Рудакова Наталья Валентиновна, дизайнер Ольга Медведева с Москвы. Дальше я бы хотела очень поблагодарить своих консультантов, это Старожилов, это кандидат ветеринарных наук, правда, его сейчас уже нет живых, Бориса Иннокентьевича Лиханова. На презентации автор рассказала об истории написания книги и поблагодарила за сотрудничество всех, кто принимал участие в ее издании. С ответным словом благодарности выступили глава Иенгры Ольга Игнатенко и почетные гости. На самом деле, знаете, сейчас вот мы сидим в этом зале, а недопонимаем до конца, насколько она об Иенгре заявила. А заявила она об Иенгре на весь мир. И отрадно, что в Нерюнгринском районе есть такие уникальные люди. Такие люди, которые сохраняют культуру и традиции эвенкийского народа. И мало того, не просто сохраняют, но и передают из поколения в поколение. Поэтому позвольте пожелать вам крепкого здоровья, счастья. Ну и не останавливайтесь на достигнутом. Ждем от вас новую книгу к столетию села. В конце мероприятия Людмила Попова подарила всем присутствующим песню «Чудесный северный мой край» нерюнгринского автора Ольги Галюк. А потом состоялась дегустация блюд традиционной кухни эвенков. Этим мероприятием Иенгра открыла фестиваль «Уникальная Иенгра», посвященный 95-летию села. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Ну а далее о спорте. 8-е летние международные спортивные игры «Дети Азии» могут пройти в Якутске. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев. Он отметил, что решение о месте проведения игр 2024 года должно быть принято правительством страны до конца текущего года. Напомним, «Дети Азии» проходят раз в 4 года под патронатом Российского и Международного олимпийских комитетов, а также ЮНЕСКО. 7-е по счету летние игры летом следующего года примет Владивосток. Соревнования пройдут с 27 июля по 8 августа. По инициативе первого президента нашей республики Михаила Ефимовича Николаева подарком мировому спортивному движению стали международные спортивные игры «Дети Азии». В следующем году они пройдут во Владивостоке, а до конца года правительством страны будет принято решение о месте проведения следующих игр уже в 2024 года. И мы надеемся, что наша заявка будет принята, и 8-е игры «Дети Азии» на высочайшем уровне пройдут в 2024 году на своей родине в республике Саха-Якутия.
Картина ученицы детской школы искусств будет украшать Дом правительства республики. Вице-премьер Якутии Кирилл Бычков приобрел картину юной художницы Алданы Винокуровой. Подробнее о картине и маленькой художнице расскажет Марфирина Алексеева. Юную художницу Алдану Винокурову с самых малых лет интересует рисование, лепка и все, где можно создать что-то прекрасное. Картина «Чудо в перьях» для девочки особенно любима. В ней она отобразила свою любовь к книгам, а также изобразила тотемное животное ее семьи. Я люблю такие волшебные сказки читать. Или еще приключения у окна читать. Это очень красиво и в тишине. Ночью. Вообще сова в нашей жизни играет огромную роль, потому что это, можно сказать, некий тотем по линии отца Алданы. И сова всегда сопровождает нашу семью. Продажа картин маленьких художников – идея волонтеров. Инициативная молодежь организовала благотворительную акцию «Нарисовать себе сказку». Тем самым поддержать творчество ребят и помочь реализовать художественный потенциал с помощью вырученных средств. Неравнодушные люди также поддержали идею акции и пожертвовали денежные средства для покупки расходных материалов для создания картин. И мы закупили материал на как раз реализацию проекта. На 5000 рублей получилось 10 холстов, акриловые краски, кисточки, которые предоставили ДШИ сами тоже. Собственно, мы отобрали 10 ребят, которые, вот, по мнению преподавателей, вместе согласовали список из 10 ребят, которые должны получить поддержку. Подарить детям сказку решил и заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков. Он приобрел картину Алданы Винокуровой. Со слов зампреда, «Чудо в перьях» произвело впечатление с первого взгляда. Я, увидев эту работу, сразу попросил меня с ней познакомить. И я захотел купить у нее эту работу, потому что действительно молодых художников вот с таким стремлением, с таким вот отношением, тем более талантливых, я считаю, что это очень важно поддерживать. В случае вот эта картина будет висеть в Доме правительства номер 1. Вот, поэтому все, кто будет приходить в кабинет, будут ее видеть. Цена картины – 10 000 рублей. Это первая, но далеко не последняя проданная картина Алданы. На вырученный гонорар художница планирует приобрести графический планшет для рисования, а в будущем юная художница хочет стать дизайнером-модельером. Марфирина Алексеева, Владимир Павлов, Якутск. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами на этом прощаюсь. Берегите себя и помните, что единственный способ наконец-то остановить пандемию коронавируса – это, безусловно, вакцинация. До встречи в эфире.